Селям алейкум, вітаю всіх глядачів телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, а також в різних інших країнах. І ми намагаємося бути цікавими всім, хто стежить за подіями в Україні, навколо України, в Криму і взагалі в світі, який зараз, такий став україноцентричний, якщо можна так сказати. Тому абсолютно не дивно, що сьогодні я попросив завітати до нас у гості грузинського аналітика, дуже крутого, до речі. Ви його всі знаєте, це Гела Васадзе. Гела, селям алейкум. Селям, слава Україні. Смерть ворогам. Перейдемо на трофейну мову. И я хочу тебя спросить сразу, сходу, про событие, которое очень обидело украинцев. События, произошедшие в регионе, в котором ты живешь, на Южном Кавказе, когда Путин в тот самый день, когда нас тут бомбили и оставляли без света и воды, и до сих пор еще не установлено все, убили людей, попали в жилые дома и так далее, был массированный ракетный террористический обстрел. В эти самые минуты премьер-министр Армении, всенародно демократично избранный и поддерживаемый людьми в этой стране, обнимался, ручкался с Путиным, который, собственно, эти приказы и отдает. То есть и в это же утро Европарламент признал Россию страной-террористом с потрясающим большинством голосов, практически единогласно, кроме совсем там маргиналов и венгров, да. Я написал по этому поводу, может быть, ты видел, да, что для меня, как раз так, государство под названием Республика Армения не существует до тех пор, пока власть ее не будет обниматься с людоедами, а народ не будет этому противостоять. Но я чуть, наверное, не то что ошибся, выходили люди на протесты в Ереване, но все равно это критично недостаточно, и из всех лайков, репостов, которые сделал, это я не ругательные в адрес армян абсолютно, но просто честный пост, да, одна армянка в Украине, она написала, что мне стыдно, что это испанский стыд, я сказал, что уже не испанский, она согласилась с этим, да, что по отношению к Украине это подло, низко и омерзительно, да и по отношению к самоуважению, что ли, собственному, да. А что ты можешь сказать, во-первых, не сгоряча, а причины, почему они так себя ведут, власти армянские, с чем это связано, как ты лично к этому относишься, и что может быть дальше, после этого визита фюрера в Армению, что он там делал, о чем там с ним кто говорил, что тебе известно? Смотри, в общем-то, действительно, тут нужно отставить эмоции в сторону и понять одну простую вещь. Армения является военно-политическим союзником России. Формально, неформально, как угодно. Армения является членом Организации договора о коллективной безопасности. Армения является членом Организации Евразийского экономического сотрудничества. У Армении очень большой двусторонний договор с Россией, который фактически уровень союзничества на самом высоком уровне, который только возможен. В Армении расположена российская военная база. И в Армении, границы Армении с Турцией, с Ираном охраняют войска ФСБ России. В Армении огромное присутствие российского капитала. Огромное присутствие. Начиная от ведущих предприятий до взятой в концессию Южно-Кавказской, причем, заметьте, они назвали ее Южно-Кавказская железная дорога, а не армянская. То есть, видимо, с расчетом, когда они брали это в концессию, они с расчетом на то, что грузины и азербайджанцы тоже нам свое это дадут, куда они денутся. Южно-Кавказская железная дорога. Поэтому тут нужно хорошо понимать, что Россия является до сих пор гарантом безопасности Армении. То, что в Армении недовольны тем, как Россия выполняет свои обязательства. То, что сегодня в Армении премьер-министр, у которого русский язык является, скажем так, родным, то есть что значит родным, тут нужно хорошо уяснить. То есть русский язык, он или же ты его учишь параллельно с, например, я билингв абсолютно. То есть я параллельно и русский, и грузинский учил, то есть для меня оба языка фактически, я являюсь носителем этих языков. Для Пашиняна русский язык это выученный язык. Это, кстати, первый из лидеров постсовка, для которого русский язык, он его учил специально потом уже в зрелом возрасте. То есть это не
То, что он там с детства говорил, ну, в силу конкретно. Но, несмотря на то, что в свое время он говорил о том, что будучи в оппозиции, что Армения должна выйти из УДКБ, Армения должна ориентироваться на Запад и так далее. Вот это все та объективная реальность, от которой уйти невозможно. И да, Армения является, тут иллюзий строить не надо, и Армения до сих пор является союзником России. В силу этого было, кстати, там было два митинга. Один митинг был против России, другой митинг был «Спасибо, Владимир Владимирович, рада вас приветствовать». И писали армянские телеграм-каналы, что вот это и есть демократия. Наверное, это и есть демократия, может быть. Я не знаю. А какой больше был из митингов? Интересно. Ты знаешь, честно говоря, я не замерял. Я не хочу сейчас никого обидеть, но я не хочу, но я не замерял, но оба были достаточно многочисленными. То есть сказать, какой больше, какой меньше, мне сложно. В Армении существуют политические силы, которые полностью ориентируются на Россию. В Армении существуют политические силы, которые рационально, как они считают, ориентируются на Россию. В том числе я считаю, что это правящая партия. И в Армении существуют политические силы, в числе которых, кстати, мой друг, он заместитель этой партии. Она небольшая партия, которая полностью антироссийская. Антироссийские настроения, есть ли в Армении антироссийские настроения? Да, конечно, есть. Но с чем они связаны, антироссийские настроения? Они связаны с тем, что Россия, от которой ожидали, что она в 2020 году надает Азербайджану, не сделала этого. Почему она не сделала этого? В армянском обществе существует, скажем так, концепт, что это был договорняк России, Азербайджана и Турции. На мой взгляд, Россия не сделала этого просто потому, что не было сил. Было недостаточно ресурсов. Но когда и как только Азербайджан перешел через обозначенные Россией красные линии, а именно взяли Шушу, город в Карабахе, сразу же буквально Россия запустила механизм остановки конфликта. То есть Россия преследовала там свои действия. Нужно хорошо понимать, что в конфликте Армении и Азербайджана Россия не посредник. А Россия – это сторона, еще одна сторона конфликта, которая конкретно свои интересы. Она в этой войне преследовала свои интересы разместить своих военных в Азербайджане, а именно на территории Карабаха. Как только Шушу взяли азербайджанцы, сразу же, буквально сразу же, задействовал был механизм, сбили российский вертолет. Это был уже казус белли. Стреляли ракетами по Баку. Правда, система противовоздушной обороны Азербайджана сбила в Кандаларе, это значит в пригороде Баку. Ну, ракетами по Баку стреляли, и фактически, то есть Алиеву прямо сказали, что парень, это 20-й год, напоминаю, ноябрь, парень, если ты не прекращаешь боевые действия сейчас, а они уже были на подступах, они уже были фактически на входе в центр административного Карабаха. Степанакерт, да? Как он называется? Степанакерт его называют армяне, азербайджанцы называют Ханкендин. Значит, соответственно, ну и все, и пришлось подписать это ночное заявление. А что такое ночное заявление? Ночное заявление – это такой спрут желаний, хотелок России, при которых, вот, перечисление которых ни в коем случае никогда не даст договориться Армении и Азербайджану. Подвесить обоих за крючок. Как только Европейский Союз и американцы начали вмешиваться, серьезно вмешиваться, это, кстати, уже после Харьковского наступления, кстати, они начали вмешиваться. Когда поняли, что вакуум образуется сейчас, то есть это означает, что они поняли, что Россия может каскадно рухнуть в любой момент. Угу. И тогда будет вакуум. И начали требовать подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, ну, с признанием, конечно, территориальной целостности. Буквально сразу же Путин выступил. Сказал, что никакого мирного договора не будет, пока вы обо всем не договоритесь. Буквально вызвал, заставил приехать в Сочи навстречу и Алиева, и Пашиняна.
там просто там Алиев сказал, что, извините, мы не пойдем ни на какие ваши условия. Но действительно, у Азербайджана сейчас есть поле для маневра, есть Турция, и Азербайджан сейчас нужен Европейскому Союзу. Но так или иначе, мирный договор блокирован. Так что тут удивляться вот этому всему нечего. То, что произошло там, саммит в Ереване, что такое саммит в Ереване ДКБ? Это приехал Путин и показал не только Армении, Мгм. но и всем остальным, что, ребята, Россия, слухи о смерти Российской Федерации сильно преувеличены. На вас у нас сил всегда хватит. Причем это было показано другим тоже. Поэтому не дергайтесь. Мы в игре, и мы можем проиграть в Украине. Все же прекрасно понимают, что они проиграли. Можем даже уйти с Украины. Ну и что? Это не значит, что мы уйдем отовсюду. Мгм. То есть проигрыш в Украине не означает проигрыш везде. А для Путина это важно. Для Путина важно что? Для Путина важно, он прекрасно понимает, что он проиграл в Украине. Я думаю, что в конечном итоге у него всегда остается опция уйти. Просто уйти и сказать, я в домике, я изолировался, я готов выплачивать репарации. Вы мне дайте продавать газ и нефть, я оттуда Ты готов думаешь, выплачивать ты репарации. думаешь, что его ментальность позволит ему такое сказать своим Ой, ты знаешь, рабам и что обожателям одновременно? ментальность очень сильно меняется, когда над головой занесен молот. Такой очень серьезный. Но, в принципе, Ментальность... знаешь, я вот вспоминаю, я же в бандитском городе вырос, так случилось, в Тамбове, да, и там Тамбовская братва в Питере, и, в общем, видел бандитов в своей печальной молодости, совсем молодым. Они действительно очень борзые, но когда реально угроза жизни, они становятся как младенцы, ласковые, как котята, вот реально. Это правда. Извини за Да, такую ремарку, я просто вспомнил, да. я тоже видел бандитов в 90-е в Казани. Я же в Казани учился, и там я тоже видел бандитов в России. Я видел и наших бандитов здесь, которые потом, часть из них ушла служителями церкви. Но это отдельная тема. А они все, да, они действительно становятся... И вот эта бандитская философия даже не философия мелкой шпаны. Тут, так вот, Путин и говорит о том, что да, там на Западе я проиграл, но это не значит, что меня можно сейчас, вы можете меня пинать. Вы как были рабами, так и останетесь. Мгм. Вот это позиция Путина. Что будут предпринимать члены УДКБ? Я не знаю, по крайней мере, фраза «мы остаемся членами УДКБ» и подмигивание, но вы же понимаете, почему мы же, понимаете? Меня умиляют. Я понимаю. Гела, а какова позиция Грузии и меняется ли она? Потому что мы все равно, несмотря ни на что, продолжаем считать Грузию, ну, благодаря людям, которые воюют тут грузинам, благодаря нашим, ну, вообще давним симпатиям и так далее, несмотря на все, что изменилось там с Саакашвили, и несмотря даже на то, что он продолжает оставаться в тюрьме, да, все равно мы считаем грузин своими союзниками, в отличие, вот, к сожалению, от граждан Армении, да. Что-то у вас меняется в общественном мнении? Вообще расскажи, как в Грузии с русскими. Я даже вот конкретно вопрос ставить не хочу. Атмосферу нам дай почувствовать, пожалуйста. И во Ну, власти, и в народе. есть вещи абсолютно институциональные, от которых никуда не денешься. Если кто-то думает, что кто-то как-то думает по-другому и что-то может изменить, институциональные вещи могут измениться из этого. Нет, они не могут измениться. Грузия является членом Рамштайна. У Грузии отношения стратегического партнерства с Украиной. Грузия является членом аспирантом НАТО. Грузия не является кандидатом в члены Евросоюза, в отличие от Украины, но Грузия является членом ассоциированного трио Молдова, Украина, Грузия. И это все, конечно же, то есть это та форма, вот та форма, из которой выскочить невозможно. И если ты выскакиваешь, то это уже другая история, и это все происходит совсем по-другому. То, что в этой форме правительство Грузии, власти Грузии выбирают свое поведение, ну, скажем так, Венгрия тоже ведь член НАТО. Венгрия член Европейского Союза. Но здесь с Венгрией мне сложно сравнить. Выбирают свое поведение из цикла «как бы чего не вышло». Из цикла «мы вот сейчас тут спрячемся и переждем», то это, конечно, позорно.
Но это, сказать тебе, что это понимают в Грузии все, я не могу. То есть в Грузии существует два дискурса. Первый, во-первых, первое, если мы берем общественное мнение и политический спектр весь. Да, мы за Украину, однозначно. Да, Россия оккупант враг. Да, это. А дальше два дискурса существуют. Первый дискурс – это позор, то, что делают власти. Потому что, ну, понятно, что в этой ситуации вписываться в мейнстрим нужно было, Грузия должна была быть первой. И второй дискурс – это, ну, нет, ребята, мы же выполняем то, что мы выполняем, те обязательства, которые у нас есть. А бежать впереди паровоза и лезть поперек батьки в пекло, ну, вот один лес, и вот сейчас умирает в То есть, больнице. Гела, это такие, как у нас говорят, друзья на минималках такие, знаешь? Да, 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 да. Вот именно вот такое, вот такое что-то. И я тебе скажу так, для того, чтобы понять институциональные вещи, нужно смотреть голосование в ООН, голосование в других международных организациях. То есть представить себе, что Грузия не поддержала резолюцию по Крыму или резолюцию по репарациям России, абсолютно невозможно. Теперь смотрим на всех этих членов ОДКБ. Ни один из них не поддержал. Кто-то воздержался, а по Крыму Казахстан так вообще выступил против. Ну, значит, надо у Казахстана северные территории забрать фюреру, и пусть дальше голосуют против. Чего? Этого не надо, просто-напросто нужно хорошо понимать, что они институциональном, находятся в институциональном капкане, в институциональном формате, из которого, в общем-то, не собираются выходить. И все мои попытки объяснить товарищам из ОДКБ, что, ребята, Россия, в общем-то, уже в том виде, в котором она есть, она уже обречена. И поэтому, чем раньше вы отбежите от разрушающего сознания, тем меньше вариантов, что вас зацепит обломками. Ну, в общем-то, ну, видимо, я не хочу вмешиваться в их политику, это их выбор, это их. Будем надеяться, что в конечном итоге они придут к тому, что все... Что касается Грузии, возвращаясь к Грузии, вот на таких минималках наши власти пытаются, скажем так, выжить. При всем при том, говоря очень правильные слова про Украину, про российскую агрессию и так далее. Слова правильные абсолютно. Ну а все остальное это происки оппозиции, происки национального движения, попытки втянуть Грузию в войну для того, чтобы национальное движение и Миша вновь пришли к власти. Все. Что касается россиян, 700 тысяч въехало, 100 тысяч осталось. Они как бы в своих баблах, они в своих комьюнити, вот этих кругах, группах своих. Не то чтобы их не видно, нет, их видно на улицах, но они минимально соприкасаются с местным населением. Ну, на уровне, конечно же, покупки в магазинах там и так далее и тому подобное, но такого контакта с местным населением и желания диффузии у них точно нет. Ведут они себя достаточно прилично. Прилично они ведут себя по одной простой причине, что я всегда говорил об этом, и я боюсь повториться, но я, может быть, я даже у тебя об этом говорил. Мы, конечно, Европа, но мы такая Южная Европа, такая Сицилия, Корсика, и здесь вести себя неприлично себе же дороже. Ну и вот имеем то, что имеем. А имеем мы что? Имеем мы то, что зашли в страну в горячие деньги, вот маны так называемые. Это разогрело рынок, конечно же, рост цен, конечно же, рост курса национальной валюты, в которой ничего хорошего, кстати, нет. Когда растет национальная валюта, а доллар падает. Соответственно, значит, и экспортные возможности уменьшаются и так далее и тому подобное. Но вот это, значит, постоянное, значит, требования и, значит, претензии политически активного спектра грузинского общества, они практически игнорируются. По поводу той угрозы, которая есть, ну вот так и живем. Так и живем, в общем-то, ну, понимая прекрасно, что сейчас все решается в Украине.
Гела, ну да, ты все время упоминаешь об этом, что бы вы там ни говорили, что бы вы ни решали, о чем бы ни думали, Сбройные силы Украины — это движущая сила цивилизации сейчас, да, а вы все просто пристосуванцы в том или ином, в той или иной степени. Я хочу отдельно спросить, ты упомянул про национальное движение, ну, естественно, неформальным, но лидером его является все равно Саакашвили, его знаменем, да, это... Мне недавно была информация, что его травят в клинике, потом опровергали. Ну и вообще, какого черта его так долго держат? Либо в эту сторону решаете, либо в ту сторону решаете. Ну, в общем, это называется какая-то опять, знаешь, такая политика недеяния. Вот ничего не делать, но это как я отсюда вижу. Может быть, из Грузии это выглядит по-другому. Не, ну я тебе скажу, что, во-первых, мутная история с приездом Миши. Чего это вдруг он приехал, понимаешь? Он приехал даже не на парламентские выборы, а на местные выборы. Когда прекрасно все знали, что ничего не решится, не решается и так далее и тому подобное. То есть все знали, кроме него. Я практически уверен, что это была операция российских спецслужб. Его выманили, ты имеешь в виду? Кто-то выманил его в Грузию? Проблемы небольшие со связью. Надеюсь, Гела сейчас вернется. Ну, понимаете, да, что Так, такое время ты сейчас. Вот, заметил? Гела, тебя не было несколько секунд. Да, да, Снова, да. да, вот так Я, спокойно, помедленнее говори просто, да, спокойно. Ага, просто не очень хорошее соединение. Продолжай. я понял. Значит, что касается приезда Миши, я абсолютно уверен в том, что это была операция российских спецслужб. Я И упомянул, что его выманили. Ты имеешь в виду, что его да, выманили какими-то да, вещами? Интересно. Мгм. да, я считаю, что его выманили, и другого рационального объяснения я найти не могу. Причем операция была связана именно с началом войны, широкомасштабной агрессии России против Украины. Ну, Ну, представь себе, рассказывай подробно тогда все, что ты думаешь по этому поводу. все очень просто на самом-то деле. Смотри, представь себе ситуацию, что вот при тех же равных Саакашвили на момент начала войны находится в Украине. Что он делает? Он едет в Вашингтон, он едет в Брюссель, он едет во все европейские столицы и просто разговаривает со всеми своими знакомыми, а у него там очень много знакомых и друзей, Мгм. начиная со словами «а я вас предупреждал», «а я вам говорил». С 2006 года я вам об этом говорил постоянно, что Россия именно такая страна, и она именно это сделает. Можно себе представить, сколь мощным драйвером он был и сколь мощным раздражителем. Если даже они рассчитывали взять Киев за 2 дня, еще что-то, да. Если бы даже у них что-то бы получилось, то это, соответственно, это еще больше бы, скажем так, э, будировалось бы, соответственно, со стороны Саакашвили. То есть Саакашвили был бы членом той самой команды, достаточно ценным членом, которая лоббирует, продвигает интересы Украины, интересы защиты Украины и так далее и тому подобное. Понятно, что в России этого не хотели, очень сильно не хотели. И понятно, что в принципе столько времени они не обращали на него внимания, ну сделать это было проще простого. Там агент на агенте сидит, и агент ведь погоняет. Ты же понимаешь. Вот эта их агентурная сеть, она очень большая. Ну а как его Поэтому можно было выманить? Он же не дурачок, он при всем при том, он политический зверь-то такой, ну как бы опытный. нет, ну просто-напросто сказать, пообещать, что внутри самой власти, в грузинской мечте, есть люди, которые тебя поддержат, и будет фактически, ну, будет революция и так далее и тому подобное. Возможно, кто-то из власти тоже был, из грузинских властей, которые тоже агентурная сеть ведь не только в оппозиции у России, агентурная сеть и во властях, дай там Боже. Возможно, его кого-то... Мы об этом, даст Бог, узнаем. Мы об этом узнаем после того, как все закончится. Но я вот абсолютно уверен, что это так. А знаешь, Гела, я вспомнил почему-то в связи с этим ситуацию с Ходорковским, которого типа предупреждали, чтобы он уезжал, что его посадят, да?
Вот, а ему Волошин тогдашний, ельцинский еще, от Ельцина оставшийся, он кем-то там был, вот, глава администрации, что ли, он сказал, да нет, ну все под контролем, у тебя есть крыша, там никто тебя не посадит. И его на следующий день в Новосибирске просто в самолете приняли, такого тепленького и думающего, что он там держит там Бога за хвост, да, там, или чего там за хвост он держит. Да, почерк абсолютно. Они же не придумывают ничего оригинального, ты же знаешь. Они же действуют по старым методичкам, которые еще при Ежове и Ягоде разрабатывались, не то что при Лаврентии Павловиче Берии. Так что тут однозначно, кроме всего прочего, внутри самого национального движения раздра и шатания, там идет борьба за деньги, и за инфраструктуру, за наследство. Это огромная партия с огромной инфраструктурой, с огромной... И я скажу так, что до тех пор, пока не будет задавлен вот этот зверь на севере, никаких перспектив на то, чтобы у нас что-то изменилось в лучшую сторону, я не вижу. Но как только он... А лично Мишу могут отпустить на каких-то условиях, там, я не знаю. Я сомневаюсь. Вот вроде бы как бы по логике вещей, смотри, по логике вещей, ну зачем? Он уже инвалид. Он уже инвалид, реально. И, то есть, на грани жизни и смерти, действительно, он очень плохо. И почему его не может отпустить? Да, потому что он боится Путина. Потому что он понимает, что это, Путин за это может ему отомстить. То есть, грубо говоря, такой обобщенный Иванишвили боится конкретного совершенно Путина, что если он просто... То есть он будет сидеть вот до победы своих, грубо говоря, именно из-за этого, да, Саакашвили? Почему обобщенные? Вполне конкретно Иванишвили боится вполне конкретного Путина. Никакого обобщенного Иванишвили не существует. Существует конкретно один Иванишвили, который принимает все решения в Грузии стратегические. Не имея никакого статуса вообще, не имея никакого статуса. Не имея никакого статуса вообще. Больше никто стратегических решений в Грузии не принимает. Это нужно просто понимать и знать про Грузию. Все, что Грузия делает стратегически, я не говорю, что там какой-то там мелкий тендер на укладку асфальта на моей улице Иванишвили решает. Нет, конечно. Но все политические шаги, стратегические шаги, и в бизнесе тоже, причем в бизнесе в первую очередь, решает исключительно Иванишвили. Это нужно хорошо понимать. Это просто все знают, понимаешь. Для нас, для тех, кто хоть немного в курсе того, что происходит в Грузии, для нас это абсолютно, ну, как бы, так же верно, как то, что на дворе сейчас ноябрь. Но вообще, конечно, Гела, это ужасно. Это, знаешь, как вспоминаю эту цитату советского навязчивого кино: «Все, что нажито непосильным трудом», как бы. Конечно, ужасно. Естественно, так. Я про что говорю? Что я как раз таки говорю о том, что это ужасно, но это так. И от этого уже... И поэтому я говорю, что до тех пор, пока не изменится власть там, нам, а американы, не американы, во-первых, без внешнего вмешательства эту власть уже не сдвинешь. А внешнее вмешательство возможно только в том случае, если изменится власть в России. Потому что понятно, что сейчас внешним силам, в частности американам, которых он тоже уже достал, сильно достал, просто ну, не до этого и рисковать они не будут. Слишком ключевая страна Грузия на Южном Кавказе. Нужно посмотреть на географическую карту, чтобы понять, насколько ключевая страна. И вот мы же начали разговор с чего? Мы начали разговор с институциональных вещей. Вот что бы то ни было, как бы Иванишвили себя не вел, институциональная Грузия на Западе. И вот из этих рамок невозможно вырваться. Но вот эти резкие движения американцы поэтому и боятся делать, чтобы эти рамки не были разрушены. Об этом идет речь. И, в общем, Миша оказался, который, в принципе, которому американцы всегда симпатизировали, причем при любых, наверное, администрациях. А он оказался заложником в такой, конечно, абсолютно дебильной ситуации. Не, тут нужно хорошо понимать. Мише симпатизировали только республиканцы и только часть республиканцев, а именно команда вот Чейни, этот самый, как его зовут, покойный Маккейн и так далее. А то есть демократам на него, ты думаешь, институционально наплевать? Подожди. Институционально наплевать на него было другим республиканцам. Типа Кондо Райс,
и вот эти. Вот им, они были безразличны и даже негативно относились к ним. А вот что касается демократов, у демократов Байден и группа Байдена, узкая группа Байдена, относилась к нему хорошо. Ну, не сказать, что очень, но более или менее хорошо. Но вот группа Обамы и другие демократы, они, в принципе, питались тем, что им говорил Линкольн Митчелл. А Линкольн Митчелл является личным врагом Саакашвили. И они были настроены против Митчелла крайне враждебно. То есть среди демократов у Саакашвили есть конкретные враги. И это достаточно серьезная группа Но внутри все равно в любом случае, когда мы говорим о Саакашвили, мы говорим о поддержке его Соединенными Штатами колоссальной тогда. Ну, его и... Группа Чейни. Да. Группа Чейни его поддерживала. В том-то все дела. Я всем советую, я уже, наверное, набил оскомину этими советами. Есть такой глава ЦРУ Бернс. Да. Да? Вот у него есть книга «Невиданная сила американской дипломатии». Он был тогда послом США в России. Ты посмотри, что он там пишет. То есть товарищ прямо говорит о том, что по отношению к России мы были неправы, что мы слишком много позволяли Грузии, что нельзя было так поступать, нужно было договариваться с Россией. Он приводит свои письма, значит, вице-президенту Чейни, президенту Бушу, главе Госдепа тогдашнему, Кондо, по-моему, возглавлял тогда Госдеп. Значит, по поводу того, что, мол, ну нельзя так, надо понять Путина. Ну, то есть, смотри, то есть действующий глава ЦРУ Левак, это, конечно, великое достижение американской демократии, конечно. Как если ты понимаешь, что дело? Ну, у него своя какая-то... Я не скажу, что он какое влияние России, ни в коем случае, но у него своя какая-то сермяжная вот есть правда, когда он пишет о том, что, знаешь, знаете, говорит, первое расширение НАТО это было хорошо, потому что нужно было отделить Россию от Германии, а остальные расширения НАТО это было очень неправильно. Они никому не были нужны. Ну, И знаешь, вот ты это я понимаешь, тебе что скажу, просто тебе тоже, может быть, интересно будет. Вот при Обаме был министр, ну не министр, а госсекретарь, я забыл, как его, просто забыл, как его зовут. Он до сих пор, типа, уважаемый человек, который, выступая в Гарварде пару лет назад, сказал, что это мы зря тянули Украину на Запад и раздражали Москву. И он до сих пор в этом уверен. Тянули они на Запад Украину. Да. Да. Поэтому, когда мы говорим об американцах и поддержке Миши, у Миши была поддержка только у одной группы американцев, которые называются неоконами, неоконсерваторы, которые, в общем-то, сейчас, они весьма и весьма слабая группа. В свое время при Буше они были очень сильны. Но ну, это опять-таки, я считаю, что это была большая ошибка еще и Миши, то, что он завалился полностью на эту группу. Нельзя, скажем так, лезть в американские разборки. Нужно максимально говорить, да, прекрасно, вы светоч демократии, вы наш рулевой, вы наш пример для подражания и так далее, но, ребята, демократы, республиканцы, кто вы там, что вы там, давайте, вот есть национальные интересы США, давайте, следуя им, поддерживайте нас. Нельзя, это была ошибка, то, что действительно, да, неоконы его обожают, ровно так же, как его обожает в Европе Европейская народная партия, правая. Угу. Они мощная очень организация, это мощная очень фракция и так далее. Но кроме правых в Европе есть левые, есть центристы, есть либералы, есть зеленые, есть еще, черт знает, серо-муравалиновые. Понимаешь? И если ЕПП еще что-то из себя представляет сегодня, очень серьезную силу представляет в Европе, то неоконы, к сожалению, в США мало что сегодня решают. Ну, значит, у Саакашвили, как ты и сказал, шансов по крайней мере, до падения российской власти нет. Это, конечно, такая сумна новина. Знаешь, можно, конечно, надеяться на чудо, можно, конечно, надеяться на то. С другой стороны, вот я тебе скажу, что сам Байден, лично Байден к Саакашвили относится с большой симпатией. Что Байден, кстати, тоже в какой-то степени неокон. Демократы тоже есть неоконы. Ну И да. Байден вот из той школы, и, кстати, Байден... он все равно из поколения Маккейна. Как они в разных партиях, но они дружили, как бы, да, у них много общего, на самом деле.
И Байден, и Маккейн – это были два человека, которые очень активно выступили в поддержку Грузии. И Байден всегда выступал в поддержку Грузии. Но опять-таки сказать, что Байден друг Миши, и он будет его защищать, резервировать, ну нет, конечно же, нет. Единственное, что, ну, сейчас уже все озабочены, потому что если он вдруг, не дай бог, умрет, то Ну, его смерть да, будут ведь уже думати про настроены. це не хочеться. А слухай, а чи не страшно, ой, не страшно властям Грузии, вот Можно на мове не розмовляти. Иванишвили, а номинально, вот у которых есть имена, фамилии, должности, которым дальше жить, да, вот не страшно им взять на себя смерть? Не дай бог, конечно. Это что, они считают Ну, нормально, видимо, может нет. быть? Видимо, нет, они считают это нормально. Понимаешь, мне хочется залезть, конечно. Ну, хорошо, но мне хочется залезть в черепушку и посмотреть, что там внутри тех людей, которые принимают решения. Ну, вчерашнее решение бомбить Киев и бомбить Украину, зная прекрасно, что погибнут мирные люди. Это же тоже ненормально, но кто-то же принимал это решение. Не, ну про русских я вообще не говорю. Вот сейчас новости вот со вчерашнего дня там, да, что в Кремле открыто шантажируют Украину. Типа, мы будем вас бомбить до такой степени, что, ну, как, то есть в этом нет рацио. Они на самом деле только укрепляют уверенность Украины в том, что нужно воевать и воевать и воевать сильнее, и Западу сильнее помогать и так далее. Как, вот на что они в принципе рассчитывают? Ты их логику понимаешь? Ой, ты понимаешь, в чем дело? Нет, конечно, я их логику не понимаю. Я тебе больше скажу, что я думаю, что они иррациональны в своих заблуждениях. То есть они действительно заблуждаются, они действительно думают, что Украину этим можно заставить, ну, запариться, бомбить. Кроме всего прочего, давай прямо скажем, вчерашние же налеты показали еще и слабость. У них и... Я не говорю, что у них меньше дерьма вот этого ракет остается. Нет. Но и украинское ПВО работает более эффективно. Еще более эффективно работает. То есть, если бы, не дай бог, подобный налет был бы 24 февраля, результаты его могли бы быть гораздо более трагичными. Понятно? Поэтому, ну, что маем, то маем. Я хочу перейти к теме Ирана. Вот. Ты ее тоже затронул, когда анализировал голосование по резолюции о нарушении прав человека в Иране. Но в Иране не просто нарушаются права человека. И это на самом деле пыточное, это мясницкое, людоедское государство, которое там своих граждан вообще, они в 9 году и до сих пор расстреливают просто в толпу. Там сбежала куча людей, там вешают по разным причинам, там и ЛГБТ, и просто подозрение в измене, там и что-то, просто это сторона черта просто, абсолютного черта, да. И Армения голосует против резолюции, нет никаких нарушений прав человека. Но позицию, вот такую проститутскую абсолютно позицию Армении мы уже обсуждать не будем, она понятна. Тут уже, если с Путиным обнимаешься, то давай и уже Аитол тоже туда же. Нет, И, да. нет, тут очень важно, Иран очень важная страна для Армении, это еще и противовес Азербайджану, там у них своя Я политика понял, но внутренняя. права человека, ну вы же говорите, что вы цивилизованная нация европейская. Они же себя считают, наверное, не менее цивилизованными, Вот чем ты опять грузины, да? виснешь. Айдер, ты опять виснешь. Опять виснешь, опять зависала. Не, нормально, сейчас хорошо. Да, где? Я просто не слышал, что ты говорил потом. Ты сказал права человека. Ну давай все-таки вернемся к Ирану, не к Армении даже, а к Ирану, да? С Арменией все более-менее понятно. Да, и что с Ираном-то делать? Представитель израильского правительства заявил, что в случае, если они поставят такие-то ракеты, которые говорят уже, что они поставили, и Израиль даст более хорошее оружие Украине, и вообще ситуация в таком непонятном подвешенном состоянии. Вот что сейчас внутри Ирана, вокруг Ирана происходит, и внутри события происходит. И Байден сказал вот ту фразу, хочу тоже прокомментировать, что он сказал: очень скоро мы освободим Иран. Сказал, очень скоро. Что это вообще все в комплексе? Ну, смотри, прежде всего, давай начнем с того природа иранского режима. Природа иранского Иран – это многонациональная, Да, ты рассказывал в полиэтническая, прошлом эфире, можешь не повторять уже, да? Это ты подробно рассказывал, которая, наверное. в общем, да, которая, в общем-то, объединена вот этой идеей теократического государства, которое сейчас расползается на глазах. И вот то, что сейчас
Институт исследования войны, кстати, американский, он недавно вынес вывод, что протесты в Иране дошли до уровня повстанческого движения. Мгм. Это означает то, что да, процесс, который, аналогичный процесс, который был в свое время исламской революции, сейчас там идет, это подтверждено. Другое дело, никто не знает, как он закончится. Иран является единственным внешним военно-политическим союзником России, если не считать Беларусь. Иран и Белоруссия являются две страны, которые являются полноценными союзниками России и являются такими же агрессорами, как и Россия, к Украине и всему свободному миру. Это нужно хорошо понимать. Иран на сегодняшний день является страной, который в принципе сам добровольно а выбор был между цивилизованным сделкой с цивилизованным миром и выбором зла, выбрал зло. Что, в принципе, не должно нас удивлять. Вот что происходит с Ираном. Я понимаю, что политика – это штука такая. То есть, ну, если ты вырезать будешь? Да, нормально все. Сейчас все можно, Гела. Ну, такая ситуация, что и со связью проблемы, и все такое прочее. Значит, так что я думаю, что тут понятно, что Иран между белым и черным выбрал черное. Соответствующее отношение к Ирану должно быть. И будет, но слишком много интересов и внутри западного мира, и у соседей Ирана. Ну, скажу так, что, ну, например, Турция очень большие усилия предпринимала для того, чтобы хоть как-то наладить отношения с Ираном. Бесполезно, да. Это абсолютно как с Путиным договариваться. Примерно так. Не получается, нет, не получается, к сожалению. К сожалению, ну, или вот это объективная реальность, я даже не могу сказать, что это к сожалению. Знаешь. Вот такова природа режима. А что Израиль? С израильской точки зрения посмотреть, что Израиль может сделать. Ведь его это точно касается. То есть в любом случае, сотрудничая с Россией в деле войны в Украине, Иран точно усиливает какие-то свои, там, ну, по крайней мере, оружие свое усиливает и может получить, мы уже говорили об этом, ядерные технологии и так далее, и так далее. Да, вот Израилю точно тут спокойствие не удастся сохранить. Ну, Израиль будет предельно рационален. Израиль будет, конечно же, бить по Ирану там, где необходимо. Кстати, сегодня Хсир объявил о том, что, ну, или несколько дней назад, сейчас, просто сегодня я прочел, что они планируют выкрасть не кого-нибудь, а Биби Нетаньяху, Да, да, нового да, лидера. и в ошейнике раба, там что-то, какая-то риторика вообще из психушки, да. Ну да, палата номер 6. Но я думаю, что тут Израиль всегда будет рационально преследовать исключительно свои интересы. Но тут интересы Израиля с украинскими, но коренным образом совпадают, да, то есть мы, и не им это не надо, не нам это не надо. Вот как может ли и хочет ли, или как в принципе, может быть, там опосредованно, может Израиль военную помощь Украине оказывать, именно военную, Вполне, там, разрешением там вполне. на, ну, какими-то. Да. Я думаю так, что в Украине сейчас ничего не лишнее. Даже было бы не лишнее бронемашины Тилгори и Лазика наши, Да если бы что наши. угодно, конечно, конечно. Да, но я думаю, что в то же самое время Украина вполне может обойтись и без помощи Израиля. Тут, тут быть не может, поэтому, ну, решать, что должны помочь правому делу, хорошо. Не решат, меньше будет обязательств. Ясно. Я хочу еще, знаешь, про что спросить? Ну, про объявление России страной-террористом парламентской ассамблеи НАТО и позавчера парламентская ассамблея, не парламентская, собственно, Европарламентом, это серьезнейшее, да, и русские пошли на такой, как бы, ну, опять на ухудшающий, на мой взгляд, их позицию шаг. Значит, хозяин ЧВК «Вагнер» велел передать в скрипичном футляре
кувалду с окровавленной ручкой Европарламенту за это решение. То есть нам наплевать, да, мы знаем, что мы террористы, мы мясники, мы так и будем делать. А я помню, что кувалда окровавленная, это они убили там человека своего и так далее. Ну, то есть просто мясники в открытую. И без разрешения Путина Пригожин рта не открывает, даже чтобы вдохнуть воздух, не то чтобы выдохнуть, да? То есть что это вообще было и к чему может привести? Ну, начнем с того, что ты сказал, что как-то еще ухудшает их положение. Я думаю, что их положение не может быть уже ухудшено. Это если больной перед смертью потел очень хорошо. То есть, ну, я сегодня написал о том, что нет смысла насылать на них проклятие. Они уже прокляты до 12 колена, и говорить что-нибудь, какие-то еще проклятия, уже бессмысленно абсолютно. Теперь, что касается решения Европарламента. Несмотря на то, что оно носит по отношению к государствам рекомендательный характер, но оно обязательно для Европейского Союза в целом, я скажу так, что это очень важное решение, потому что вот мы с тобой говорим, Россия террорист, Россия преступное государство. Ну, извиняюсь даже. Это наши с тобой эмоции. Это наши с тобой чувства. Это не является юридически подкрепленной мыслью, юридически подкрепленным понятием. Вот то, что сделал вчера Европарламент, это уже юридическое оформление того, что это государство является преступным. Главное, то, что нельзя преступному государству, это распространяется на всех, в том числе и на Россию, конечно же, государство с постсоциализма, продавать продукцию военного назначения и продукцию двойного назначения. А это, вот если я не ошибаюсь, это фактически нельзя продавать никакую высокотехнологическую. Ну, никакую электронику. Никакую электронику, да. То есть получается, что в принципе Россию загоняют в каменный век. Ну, ведут себя как в каменном веке. Так, Ну вот, это, извини, по сути, это кувалда, это аллегория на каменный топор. Вот реально, так что мне пришло в голову, да. Это так абсолютная если ты дикость. как в каменном веке, ты и оказываешься в каменном веке, это нормально. Тут другой момент очень важный. Вот смотри, они реально сейчас, у меня нет инсайдов, но я практически уверен, они реально сейчас рассматривают вариант, вот в какой-то момент, также ночью, чтобы выступил Путин, а может кто-нибудь другой, и сказал бы, дорогие россияне, НАТО, сатанисты, гомосексуалисты и так далее на нас напали. Напали и, в общем-то, поставили существование России под угрозу. Но мы героически сумели защитить Россию. Мы, к сожалению, не сумели освободить братский украинский народ, который является русским народом. Ну, не хватило сил, но эта война еще не закончена. Мы уходим, что называется, чтобы продолжить борьбу, и Россия должна сосредоточиться. Ну, Россия помнишь, должна... опять аллегория, да? Ленин и Брестский мир, пожалуйста. Он обманул весь мир, да? Дракон сохранился в обрезанном виде, потом видновывся и пошел. И Третья мировая, пожалуйста. Вторая мировая, пожалуйста. Да. Это именно об этом. Это именно об этом. И я абсолютно уверен, что такой вариант обсуждается уже. Такой вариант в Кремле обсуждается. Но что при этом хорошо? Была такая поправка Джексона Винника, ты наверняка не слышал. Конечно, это за то, что когда евреев не выпускали в Израиль, были наложены ограничения, которые длились 40 лет, по-моему. Были отменены через 40 лет. Она была, да, она была, по-моему, в начале 70-х принята, а отменили ее в 99-м году. Угу. То есть уже и Союз развалился. Да, 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 да. И Ельцин на броневичке, и демократия, и гласность, и все, что хочешь. А теперь представь, это была одна поправка Джексона Винника. А теперь представь весь этот комплекс. Правда? Санкции, да, которых То есть никогда не было в мире. даже если завтра значит, к власти в России придут супер-вупер либеральными,
товарищей из твоих бывших лучших друзей, значит, то я не думаю, что санкции так легко отменят. Нет. А я уже не говорю про то, что если придут Мишустины и за ним там, соответственно, другие и так далее, или тем более, если останется Путин, просто отползет. Поэтому это очень важно. Это как приговор. Вот многие говорят, кстати, про приговор MH17. Да? Многие считают, что этот приговор неправильный, потому что он там только вот этих Ну, типа он Путина не касается, да, лично, не генералов его там. Знаешь, что я вижу плюс в этом приговоре? То, что он осудил исполнителей. Путина приговор обязательно коснется. Мне тоже так кажется. Это промежуточное решение просто. Да. А вот то, что он осудил конкретных исполнителей, которые были подключены к этому процессу, это очень важно. Это прецедент, когда будут осуждаться и впредь такие исполнители. Ну вот примерно вот так вот. Ну, наверное, последнюю тему, которую мы с тобой обсудим, 5 минут у нас остается, это Крым. Вокруг Крыма столько версий, ну, для меня Крым это как мама, да, вот, как и вся Украина, поэтому я очень болезненно такие прогнозы воспринимаю, ну, как бы, знаешь, так, ну, был такой прогноз даже, по-моему, Бен Ходжес, ну, ладно, ему можно, он сказал, что Украина может вернуть Крым там до Нового года. Но я вообще про сроки говорить совсем пошлостью считаю. Ну ладно, ему можно, он аналитик извне, да, вот, но до Нового, после Нового года, неважно. Но то, что объективно Крым расположен невыгодно для российской армии, то есть защищать его сложно, но из-за географии просто сложнее, чем Донбасс, где поставки оружия там бесконечные, можно все склады выгребать в России, туда отправлять и так далее, да, а то тут сложнее. Вот что может происходить с Крымом? Ну и сейчас там происходит, они спокойно уже не живут, оккупанты там. Освобождение. С Крымом может происходить освобождение. И если мы говорим о Крыме, ты понимаешь, я не писатель, я тоже не знаю, когда это будет. Но я точно знаю, что. Крым, Рассказывай. когда у меня спрашивают, Крым наш. Конечно же, Крым наш. Крым твой. И никто у тебя его отобрать не сможет никогда. Ну, это Гела, но это хорошие слова, но у нас даже министр обороны вдруг сказал, что Крым мы освободим мирным путем. Ну, то есть создадутся такие военные условия, создадутся, что России просто придется оттуда, ну, вот как я его понял. Херсон ВСО освободила мирным путем. Ну, мирным. Там столько полегло людей и воевали, и Я утюжили столько понимаю, но там, да. это примерно то же самое. То есть перерезать логистику и куда они денутся. Ну, то есть А такая операция, да, по перерезанию сосудов там и так далее, а потом... да, то, что произошло в Херсоне. До того, как перерезали, конечно же, погибали люди, погибало много и так далее. Но э, когда уже стало невозможно держать эту территорию. Если кто-то, мы же понимаем, что это не жест доброй воли, никакая не передислокация, ни что-нибудь. Это то, что ну, уже все, уже не готово, уже невозможно. Ну, это просто, чтобы не попали в плен 50 тысяч солдат твоих, например, да, вот. И, Которые, кстати, наверняка были готовы сдаться. ну, попав в окружение, скорее всего, да, без оружия, там, без боеприпасов. Ну, а как, да. Поэтому, ну, как бы, а с Крымом такая же ситуация. А что тебя удивляет, в принципе? А Меня не что касается удивляет. Бена Ходжеса, в общем-то, ну, мужик прав, да, есть вариант. Есть вариант, что они завтра, вот, то выступление, которое я тебе моделировал сейчас с Путиным, завтра Путин вот это выйдет и скажет, есть вариант такой. Это не значит, что он будет 100%. Это не значит, что его вероятность сейчас очень высока. Но он уже есть, понимаешь? Ну, то Если есть бы его я, можно уже рассматривать как да, реальный. Да. если бы я бы с тобой обсуждал бы это даже в июне, я не говорю про апрель, ты бы покрутил бы пальцем у виска и сказал бы, ну, здравствуй, Гела на крыше поехала совсем. А сейчас я вот так вот могу пальцем показать. Да, да, сейчас. Потому что это реальность. Это реальность, это то, что может быть вполне. А ты заметь, что то, что может быть, это тоже кем создано? ВСУ создали условия.
Ну вот на этой прекрасной, не розовой такой, а абсолютно обґрунтованій ноті ми завершимо нашу розмову. Час і сплив, на жаль. І як завжди було дуже цікаво, дуже багато нового навіть для мене. Я думаю, що для вас, для глядачів, які постійно там не дивляться, теж багато цікавого. Залишайтеся з телеканалом АТР. Російський рейх буде знищено, Україна переможе, а Грузія стане нормальною, а не хворобливою демократією. Дякую, дякую. До побачення. Віримо в ЗСУ і слава Україні. Героям слава.